Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Чеченцев нету. Ребята, у нас такого не было. Но самое интересное еще не в этом. Все Абузар Айдамиров, его сказки и песни Тимура Муцераева. У чеченцев не было языка, и он появился во времена имама Шабеля. 50 лет ему. Кто твой учитель, кто твой шеф? Ты что, ответишь нейросеть Ибн Яндекс, что ли? Ингушей я врагами не считаю, это наши братья, мы один народ. Ребята, вы не достигли этого уровня и близко. Никогда чеченской традиции не было воровство невест. Большая масса людей говорят одно и то же, как наши старики передавали. Байсангур Биноевский был на Гуневе. Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Приветствуем вас на нашем подкасте. Меня зовут Адам. У нас в гостях сегодня Ахмад Аюбов и Башлам Чимаев. Мы сегодня собрались не в режиме вопрос-ответ вести подкаст, а в более свободном режиме. То есть мы можем разговаривать на совсем разные темы, не замыкаясь в каких-то рамках какой-то конкретной темы. Будут вопросы самые разные. Я до этого проводил опросы в сторис, получал самые интересные вопросы. Но прежде чем мы начнем, можете ли коротко рассказать о себе, чем занимается у нас Ахмад, чем занимается Башлам, примерно? На правах старшего я передаю слово Башламу. Тем самым Ахмад меня чуть-чуть задел, да? Ладно, меня зовут Башлам Чимаев. Коротко веду блог, исторический блог, поскольку заканчивал высшее историческое образование. Веду на всех социальных сетях именно непосредственно по истории, культуре, традиции, датам ночи народа. И, в принципе, я думаю, что многие наши подписчики, твои подписчики будут знают о моей деятельности. Как говорится, у нас в традициях, в обычаях нету там говорить «ассардой», «асваждой». Люди, надеюсь, знают сами, как мы работаем. А если мы говорим конкретно сейчас, так, конечно, это хобби, это то, что болит, то, что сердце говорит. А так, конечно, работаю отдельно, как говорится, как рабочий. Работаю в одном из, как говорится, государственных учреждений, так скажем. А так, в свободное время занимаюсь, как вы знаете, историей нашей. Ахмад Аюбов, в первую очередь, по работе, если сказать, слуга Корана, преподаватель Корана, медресе, по милости Аллаха. Не являюсь профессиональным историком, как уважаемый Башлам, являюсь любителем, искателем истории нашей, изучения истории, но учился на филологическом, где также изучают и историю. Талгя Штойл, Башлам тоже знает, это его тоже преподаватель был, Хизриев, Далиета Больцунах, он нам тоже преподавал, и человек действительно, когда ты оказывался на его уроках, было очень познавательно и интересно. А так, диктор, но, как говорит Башлам, не буду все рассказывать, громкословить, но вот так, в общем, я думаю, достаточно. Я знаю, что это далеко не все. Просто я с самого начала, с тех пор, как знаком с ним, это, кажется, с 18-го года, что ли, или с 19-го, всегда поражался тому, как ты много на себя берешь и все это успеваешь. Поэтому мой первый вопрос, это вопрос не подписчиков, а мой личный вопрос. Откуда ты берешь энергию, как ты все это успеваешь? Конечно же, в первую очередь, по милости Аллаха. А вообще, если брать общую, сравнивать с кем-то и так далее, это будет некорректно, конечно. Но, в общем, сказать абсолютно искренне говорю, я много чего не успел сделать и много чего еще не знаю по сравнению с другими людьми, которые работают во благо этого народа, в первую очередь во благо религии. А так, по милости Аллаха, Аллах сделал благодать времени для меня, где я успеваю и здесь, и там, и в преподавании, и в озвучке, и в фильмы, которые снимаю. Альхамдулилля, в этом плане, по милости Аллаха, у меня с временем все в порядке. Мы работали вместе в короткометражке, которую ты снимал для документальных фильмов. Шейх Мансур, 1794 назывался. Да. Еще несколько проектов было, еще один проект у нас был. И я думал, если ты ведешь и преподавание, и еще блог, это мне хватило бы блога, чтобы тащить весь стресс. Потому что я знаю, какие комментарии, атаки бывают на историческую тематику в блоге. И мой следующий вопрос такой. Как ты справляешься с стрессом? Знаешь, в первое время
реально, действительно, я очень болезненно относился к этому, очень болезненно. Но мало кто давал номер. Отвечали, мало кто давал номер, из 1001 может быть. И тебе, вот ты знаешь, ты где, они любят, они смеялись надо мной, говорили, ты что, из-за интернета хочешь с нами драться, что ли? То есть я понял, что это клавиатурные герои, так сказать, у которых нет имени, потому что они прячутся и так далее. Я для себя решил, так, Ахмад, ты слишком неправильно заходишь, понимаешь? Тебе надо успокоиться и не обращать внимания и делать свою работу ради сохранения истории чеченского народа. Вот в этом плане. Но мне более еще интересно, как Башлан справляется. Для меня это нагрузка 0,1, если сравнивать с ним, понимаешь? Сколько всего битв ему пришлось. Да, тот же вопрос я хотел задать и тебе, потому что еще больше атак приходилось на твой аккаунт, я знаю. Я-то только вот-вот начал, он многие годы на своих плечах ведет. Башлан, скажи, пожалуйста, как ты справляешься? Друзья, изначально первый вопрос был, кто чем занимался, мы не затронули. Дело в том, что с 2003 года, я не буду долго акцентировать на это внимание, я в 2001 году поступил в университет на исторический, 2003 года занялся общественной деятельностью. Я был интервьюером, работал с различными независимыми центрами, как Левада-центр и так далее, и тому подобное, мемориал и так далее. Это от тебя не зависит. И тебе в ответ начинают кричать «Дал хялюэлшу, дал хулак, дал шуламру» и так далее. То есть я впервые столкнулся с безграмотностью людей и, само собой, с этой ситуацией. В дальнейшем я сам начал возглавлять общественные организации, я сам создавал десятки тысяч молодых ребят, проходили через меня. Я знал, как себя, то есть психику людей, как нужно реагировать, на что нужно обращать внимание, на что нельзя. И в 2018 году я уже более конкретно начал заниматься. У меня блог с 2013, то есть была своя страница в Инстаграм, а профессионально уже начал по истории заниматься с 2018 года. И 2 раза ездил на границу на Посткавказ, когда у нас по границе этой митинги в 2018 году произошли. Как дурак с Грозного туда на попутках. То есть было смешно. Я реально понял, что меня развели. Развели, дурачком себе посчитал, ты знаешь. И бывает в этих роликах, когда ты приходишь, и тебе сверху там рожки ставят, вот дурак, поехал, зачем тебе это нужно. Я начал более относиться, начал читать по политтехнологии, еще в то время говорилось, что к этим вещам нельзя относиться так серьезно. Психологически ты должен быть готов, что на тебя будут атаки. И один человек, преподаватель, когда мы говорили, он сказал: послушай, не нужно искать в интернете людей с ментальностью, чеченской ментальностью, то, что он ты пойми, это другое пространство, это другая площадка. И если человек не сидит напротив тебя, даже гипотетически на прямом дебатах в эфире, он нету ни имени, нету ни лица. То есть, на самом деле, у него нет ни мужества, ни фамилии, ни рода, ни племени. И как ты, человек, являясь мусульманином, истинным представителем своего народа, как ты можешь что-либо говорить человеку, который не имеет ни чести, ни совести, ни пола, ничего? No name, как нет. No name, да. Бот, no name, и потом в дальнейшем уже нарнится. И поэтому ты относишься к этому. Он должен смотреть тебе в глаза и сказать: послушай, вот здесь, здесь, здесь. И тогда тебе становится проще. В реальности психология человека такова, за эти 6 лет я понял. Когда он сидит перед тобой, когда смотрит тебе в глаза, и ты с ним говоришь нормальным человеческим языком, и ты говоришь «хабусулбуй», он понимает, что 1000 глаз, кроме нас двоих, смотрят, и у него тут включается ручник. И в этом разница. Поэтому, когда тебе пишет без рода, без пола, я даже не знаю, оно, так этого оно не стоит ни твоего времени, ни твоих нервов, ни твоей психики. И ты относишься, написал, и что он сделал? Хочешь реально? Поэтому на любых площадках социальных сетей я говорю: ты хочешь поговорить? Ты говоришь, что меня разорвешь в области истории, политтехнологии, идеологии, логики, географии, культуры. Любой из этих тематик бери и выходи со мной на подкаст, вашими словами.
из, как ты говоришь, сотни тысяч человек приходит один-два, и когда ты говоришь, ой, вежриду, ассаламу алейкум, все, ой, гоши хятам, мы так расходимся. Поэтому у меня полностью атрофировались вот эта нервная система. Ну, кроме одного человека, мы с Ахмадом знаем этого человека, я думаю, прекрасно понимаем. Остальными людьми намного проще. Старшее поколение, которое смотрит вот тебя слушать, они, когда я встречался с ними вживую, они говорили, аккаунт, вот мне создали, и я вас слушаю. Я говорю, живу в Норвегии, мне 70 лет, я никогда такие вещи не слышал. Амадин Дерес Хил, Ханак Вашан Дерес Хил. И то есть... Для того, чтобы специально посмотреть, услышать историю, он делает, для него делает аккаунт. Да, и он не знает там загружать фотографии, писать полностью имя. Некоторые люди еще пытаются, нет, как-то, знаешь, завуалировано, что инкогнито, вот это у нас же есть, любят под Джеймс Бонда косить. То есть есть и такие, поэтому их тоже нужно понимать. 2 слова ты сказал, тебя переубедили, если ты нормально, ты поймешь, скажешь, да я резко, а если ты, 2 класса образования, ты, конечно, начинаешь там быковать, сагарун, но это, опять же, оказывается, или бот, или на самом деле, да, никогда нельзя чужой человеческий труд опускать или обесценивать. Нужно послушать, посмотреть. Для меня, как для историка, который работал, я, когда им начал рассказывать вещи про шейха Мансура, они даже их не знали. А эти люди, Ахмад, мы знаем, да, которые написали книги про него, которые там делали защиту. И, конечно, таких людей, когда выходишь, с ними начинаешь говорить, они не любят, честно сказать, приглашать. Но появляются такие, как Ахмад, появляются такие, как ты, и они, подождите, нам эти вечные разговоры, где все хорошо, не нужно. Давайте позовем кого-то такого, который явно подожжет эту, как говорится, арену, сцену, и приглашают. И тогда оживают аудиторию, потому что всем надоело вот это клише, когда ты говоришь, Байсангура не было, шейх Мансур ничего не сделал, или он там итальянский разведчик, турецкий разведчик, он кем он уже не был, уже стыдные вещи, поэтому... в этом плане. Знаешь, вот когда мы сделали там защиту, это же была защита на самом деле, потому что вот этот председатель кинематографии Чеченской Республики при Российской Федерации Харуан, он мне прямо сказал, Ахмад, я приглашу преподавателей Чеченского государственного университета, историков, ты должен будешь защищать. Но то, что в итоге они приняли его и сказали, просто да, там были моменты, которые форум Иштиацит, но дело в том, что... заранее предупредили же об этом. Так дело в том, что форум Иштмугл, когда я у Star Media беру, понимаешь, картинки, да, чтобы не было пусто и было густо, как говорится. И там был момент, где там целовали его платье, там было такое высказывание. Толстой, который писал Хаджи Мурате, и полы черкесок целовали. То есть и это им не понравилось, да, никогда не целовали. Кстати, с Асламбеком Бадаевым позавчера, Башлам, мы этот момент говорили, он говорил, Толстого тоже я выбираю, я ему спросил, кого из русских писателей ты читаешь, он говорит, Толстого я выбираю, но говорит, он типа выбираю, он говорит, да, я его читаю, и я говорю, у него же Хаджи Мурат еще, помнишь, говорю, высказывание, полы черкесок, я сразу вспомнил этот момент, говорю, ребята, у нас такого не было, просто он образно так пишет, понимаешь? Нет, там имеется в виду у Толстого, во-первых, запомните, это один из самых лучших мировых классиков. На первом месте, если стоит Достоевский, на втором по-любому. Для меня Толстой на первом стоит, но для многих Достоевский. Но на втором месте это Лев Николаевич Толстой. И человек, который столько написал и так написал о нашем народе сквозь призму другой истории. Хаджи Мурате. Хаджи Мурат не был чеченцем. Конечно. Хотя сейчас уже начали говорить, что он чеченец, чтобы его череп вернули. Но да ладно, сейчас не об этом. Но как бы смешно не выглядело, это сейчас. Между прочим, реально есть люди, которые написали письмо в парламент, если я не ошибаюсь, Чеченской Республики, где они начали говорить, что Хаджи Мурат, и, пожалуйста, через Рамзана попробуйте голову вернуть и так далее. Я боюсь, как и голова вернется, он сразу же станет автоматически не нашей национальности. Да, нет, он будет... Потом уже у нас буду просить другие, чтобы вернули. Да. У нас же так бывает обычно, как только мы начинаем говорить, а что вы приписали нашего героя, нам говорят. У нас есть пару таких героев исторических, я думаю, в дальнейшем люди ознакомятся. Честно сказать, свободно сейчас, вот как с вами мы общаемся, очень приятно видеть, когда моменты, когда ты вроде бы
говоришь о таких простых вещах, но это, как бы смешно ни выглядело, это наша история. И вот с этими вещами мы сталкиваемся каждый день. Не знать Льва Николаевича Толстого или не понимать, что говорится образно. Здесь Лев Николаевич Толстой образно высказывал, что настолько сильно любили и почитали шейха Мансура. Вот что здесь имелось в виду. Здесь, конечно, здесь нет. А если Это даже... не прямой смысл был, Слушай, да. ну вот возьмем исторические параллели. Пришел там кабардинский князь, кумыкский князь, челом бил Ивану нашему Грозному. Это же не обозначает в прямом смысле, он пришел перед Иваном Грозным и бил челом и просил, да. Ну, имелось в виду, уважение проявлял. Конечно, здесь бить челом имеется в виду, что это непосредственно подчиненный, что... Аудиенцию принимаем. Правильно, правильно. Поэтому, к сожалению, некоторые наши люди воспринимают Буквально. это буквально и в прямом смысле. И это, честно сказать, их не украшает. Не столько нас, сколько это написали. Потому что, на самом деле, ни Ахмад, ни остальные достойные люди никогда не принижают своих. Хотя, честно сказать, есть случаи, некоторые, которые сняли документальные фильмы, где, ладно, не будем говорить, но было немножко смешно, когда показывают. Адам, я от тебя хотел тоже задать вопрос, не отходя далеко от темы Толстого. Толстого, потому что мы как раз затронули Толстого. Вот мне было интересно, вот сейчас мне стало интересно тоже, насколько он, этот человек, великий, известный русский писатель, повлиял на алфавит чеченский. Именно Лев Николаевич Толстой? Да. Я хочу узнать, это правда или нет. Я слышал, что он составлял чеченский алфавит и так далее. Это миф. Это миф. Во-первых, как Лев Николаевич Толстой оказался на Кавказе, во-первых? Он был царским офицером. Почему мы уделяем такое огромное внимание? Есть прекрасное историческое событие, которое спасли Льва Николаевича Толстого от смерти, когда он еще был молодым. Я вот сейчас раз мы говорим о мировом классике, касаясь нашей истории, вам расскажу. Есть потомок Месербиев Садо. Садо, да. Он книги еще его описал. Да. Так вот, Лев Николаевич Толстой был очень азартным человеком в молодости. И на местности, которая называется Горячая Источника, не доезжая до Толстоюрта, в которой было в честь непосредственно Льва Николаевича названо. Он в карты проиграл, каким-то офицерам проиграл все, включая свою Ясную Поляну. То есть возвращаться смысла нету, и жить дальше смысла нету. У него остается честь и 0 рублей. И он вышел на улицу, говорят, из этого круга, кабака называют, пускай как хотят. И момент, что он хотел, прямо указывается место, если мы ездили в это место, это на пригорке, что он в этой местности, он хотел застрелиться. Покончить жизнь самоубийством. Лев Николаевич Толстой. В этот момент на своей лошади или пешком, не суть, проезжая, увидел его предок нынешнего Садо Месербиева, которого мы знаем, проезжал мимо него, увидев его, само собой, несмотря на то, что у нас была война, имеется в виду казаки, чеченцы, то есть противостояние, это время Кавказской войны, прошу это тоже учесть. Он спросил его, в чем дело. После чего Лев Николаевич Толстой, само собой, после определенных баталий, рассказал ему ситуацию, которая произошла у него. На что Садо ответил ему: я прошу тебя не спешить, дай мне время. И, говорит, зашел в этот дом или саклю, где играли. Зашел, а Садо оказался еще тем, выражаясь сленгом, чертилой, который просто-напросто разнес всех в пух и прах и отыграл все, что было Льва Николаевича Толстого. Еще азартнее игрок был. Да, то есть, грубо говоря, все, что было, выиграл и вышел оттуда. И вернул все Льву Николаевичу Толстому. То есть он вот так, да, навязал? Да, после этого есть знаменитая картина, которую вы многие видели, где молодой офицер, граф Лев Николаевич Толстой, дарит свою шашку другу своему. Там говорится, лошадь подарил, то есть они стали кунаками, братьями названными, да. И вот эта ситуация, да, если нашими говорить, кентами. После этого момента отношения и в Хаджимурате, и в других местах, где Лев Николаевич Толстой описывает сожжение вот этого юрта, вот это, то есть сразу видно, что Лев Николаевич Толстой, несмотря на то, что он царский офицер,
у него душа болит из-за чеченцев, он абстрагируется от того, что он сам офицер царской России, то есть он не делает себя. Ну, это как, знаешь, Лермонтов изначально, который ненавидел, который считал, что он здесь все перевернет пух и прах, другой классик, да, российский. Но приехав здесь, оказавшись на Валерийском сражении, чуть с ума не сошел, уехал и больше никогда сюда не вернулся. Ребят, я сюда не хочу больше. Да. То же самое и Лев Толстой, он переиначивает. И там есть моменты, где он рассказывает, что эта война несправедливая, указывает эти моменты. То есть периодически. Ну, вы знаете, у нас на территории нашей родины сейчас есть музей в Щедринской, кажется, в честь Льва Николаевича. Приезжал его единственный, приехал его единственный прямой внук из Франции. Они здесь встретились, внук Льва Николаевича Толстого и внук Садо Мисербиева, они встретились, на Первом канале сделали репортаж. То есть это достоверная история. Но самое интересное ты не знаешь, что я узнал, и к этому я хотел подойти тебе насчет Льва Николаевича Толстого. Я начал дальше смотреть. И оказалось так, ко мне попал документ исторический, где один из потомков мухаджиров показывает документ, что Садо Мисербиев прямой потомок и родственник шейха Мансура. Сын или внук, этот документ я опубликовал, он у меня сейчас и есть, то есть описание, шейха Мансура был по имени Садо Мисербиев. И от него получил его уже дедушка этого Садо Мисербиева. Я, конечно же, ему встретился, я сказал. И на самом деле слишком много совпадений. Дело в том, что этот Садо Мисербиев, они с Алдов перебрались в Толстой юрт, где был дедушка и спас Льва Николаевича. И оттуда они уже перебрались в Грозный. И тот, и этот из тейпа Эльстеншхо. То есть уж слишком много совпадений. И имена, и все описывается. И у тебя получается, хочешь верь, хочешь не верь, получается все карты из косвенных фактов, получается вот такая. Что касается прямому твоему вопросу, то, что он создал алфавит, нету такого. Почему, я поясню тебе. Дело в том, что мы говорим о кириллице, введена, когда была кириллица. Кириллица была введена в 1928 году. То есть считается, что было введено. До этого ты должен знать, есть джейны и тептеры, которые сохранились. Абсолютно верно. Коран, джейны, тептер, все они сохранились. Мы использовали арабскую вязь. Есть место, где нашей самой южной границы, это Кистетия, Дзурзукетия, древняя область, это и Тумкали, Галанчош. Там мы находим, археологи наши нашли посуду, где использовалась древняя грузинская вязь, асавтамруля, кажется, называется, если не ошибаюсь. Но я могу ошибиться, так что прошу. Асавтамруля называется, древняя грузинская вязь. Ее тоже использовали. Найдены точно так же древнеармянские, здесь недалеко от Грозного были найдены каменные плиты, где были найдены надписи на древнеармянском языке. То есть вполне возможно, то есть найдены надписи на древнегреческом языке на нашей территории. То есть уж слишком много использования. Был ли у нас язык, это один из самых сложнейших. Потому что я на своем уже веку, уже, как говорится, видел 5-6 версий чеченской, грубо говоря, алфавита. И ни один из них не подтвержден. То, что Лев Николаевич Толстой разрабатывал, нету никаких документальных подтверждений. То есть я знаю, мы как искали про шейх Мансура, Байсангура, должна быть хоть какая-то письменная доказательство. Этого нету. Я тебе отвечаю, как есть. Было бы, я бы один из первых с радостью тебя бы поддержал, сказал, где ты нашел этот документ, давай опубликуем. Конечно. Мы, знаешь, что мне нравится? Мы не скрываем. Имеется в виду несколько человек, которые работают. Мы не скрываем. Ребята, вот видишь, он говорит, документа нет. Если был бы, я был бы очень рад. Говорим как есть. Да, говорим как есть. Модерн бьет свой. И только не приписывай. А нам не нужно ничего приписывать, понимаешь? И все. Приписывать ничего не приходится, мы не так видны. Правильно? Кстати, об этом хотел спросить, в каких годах мы пользовались латиницей? Даже была латиница. Да, конечно. Это 1900, считается, что с 1926, 2 года, кажется, использовали латиницу. Всего 2 года? Да. При СССР это было? Нет.
Это Нет, не нет. при СССР. Мы в СССР вошли, это позже, это после революции. Да, После революции, 15-17 да. год. Это знаешь какой период? Это период Горской республики. Да, Когда некоторые Топа Чермоев, республики, да. отделились, типа, Да, сказали, нам ребята, там года 2 просуществовал, Да. больше не просуществовал. Да. Вот в этот период, короткий период использовался. То есть, насколько я знаю, плюс-минус год 3 использовался. И не так много. От него вообще почти не... Поясняю вам как. И второй момент, это при Джахаре Дудаеве. Тот, кто учился в 90-е годы, он тоже пытался вести. То есть, использовались латинские буквы, но слова были чеченские. Это было... Не знаю, как... было еще в начале, после революции, но при Дудаеве это якобы было сделано, чтобы на международном, то есть иностранные государства, весь западный мир мог понять, о чем мы говорим, пишем, Да, чтобы да. для них как бы в угоду. Международное. Международное, да, Еще чтобы деньги использовать. же были, Да, которые, деньги, тот, кто заканчивал во время Ичкерии школу, должен, я 9 класс, кажется, заканчивал, давались аттестаты такие с волком, и там Тюешелла Всё как назывался. есть. Да, там было Тюешелла было, кажется, Да. написано. Вот такие, и, само собой, На это был латинском. на латинском, да, и это цветной принтер еще такой, знаешь, очень, к сожалению, такой, сегодня даже никто за это, конечно, но это был документ, это наша история, Да. как бы мы что бы ни говорили, мы никого не оскорбляем, но это наша история, мы используем, у нас была вязь и, как я говорю, и грузинская была, и латинская была, и арабская, и в конце уже кириллица. Нет, чтобы было правильно, до кириллицы использовал старый русский язык, то есть те, кто видел книги во времена Адольфа Берже, их ять, там ить, где использовались, буквы, там да. добавлять. Мы видим это у Броневского на его книгах, у всех тех, кто еще писал до революции. Уже после революции, уже после Яковлева и Мальсагова, там уже используется обычный русский язык, кириллица. Язык – это очень сложная наша тематика. До сих пор у меня очень часто возникают очень сильные проблемы, Адам. Не у меня, а у нас возникает. Потому что, когда мы начинаем говорить, сколько в чеченском языке диалектов или наречий, или говоров, да, многие сразу, даже самые именитые матеры, не могут на этот вопрос. А на самом деле есть уже работы по этому вопросу, чтобы, если есть люди, которые не знают, хочу довести. Это 7 диалектов и 10 говоров. Это официально, как говорится, говорит профессор филологии Зулай, кажется, его зовут, в Москве преподает. И еще, если Хабаев, с ЧГПУ, Исмаил, да, вроде, он тоже работает, кажется, по этому вопросу. Там идет градация, само собой, какой древний самый. Раньше считался, что одним из самых древних. Чеберлоевский считал, Чеберлоевский, Шароевский. Потом некоторые начали говорить Акинский, но если я не ошибаюсь, после работы у нас сейчас очень часто ездят в Грузию, работают. И насколько я понимаю, из того, что я услышал, одним из древнейших считается Кистинский. Теперь первым стоит Кистинский. Хотя мы говорили с некоторыми ребятами, филологами, они говорят, что кистинский язык – это формирование стыка и тумкалинского, и галанчожского. Диалект. Да, имеется в виду, но и тумкалинского диалекта нету. Галанчожский есть. Галанчожский есть, да. Да. И поэтому, что якобы можно ли, но факт остается фактом, пока наши научные, лингвистические, так сказать, умы говорят о том, что одним древним. Почему? Потому что сохранились древние слова, которые, как и у чеберлоевцев тоже. То есть есть проблема. Дело в том, что чеберлоевцы не являются коренным народом той области, откуда они происходят. Они мигрировали точно так же по своей земле из Галанчожа. Родина чеберлоевцев тоже Галанчож. Там некоторые даже делятся, Магажо и остальное, это отдельная тематика, я уже об этом поговорю. Так что получается, что и чеберлоевцы говорят на галанчожском диалекте, но своеобразно, понимаешь? Поэтому я к чему это сейчас все говорю. Дело в том, что чеберлоевцы, шароевцы, будь там без разницы, или наши акинцы, это все 7 диалектов. Самый последний – это наш литературный язык. Говоры – это там мелхистинский и остальные там говоры считаются. Так что 7 диалектов, 10 наречий. Это говорит о богатстве нашего языка. Это самая большая проблема, это то, что мы потеряли, к сожалению, потеряли свою письменность. Работаем, потому что сейчас огромные наработки по древним хуритам, урарту,
Это древняя история. Не хочу сейчас. Кстати, об этом. У меня был словарь, урар-танахский словарь называется. Я его полностью прочел, очень много совпадений у нас по словам. Правда, и их языку, уральскому, очень характерные короткие слова. Да. У нас формируются из этих слов большие слова. Да. Это заметил. А сейчас буквально недавно я ознакомился с еще... Сейчас появился словарь шумерских слов, полностью созвучно совпадающийся с чеченскими. Это монография, но полное смысловое совпадение. И насколько я знаю, по последним данным, 400 слов с уральскими совпадают чеченские. 400. Раньше считалось 200, а сейчас уже 400 нашли слов, совпадающие, полностью смысловые, совпадающие с уральским языком. Ну, недаром еще в советское время об этом говорили, что урартийцы и нохчи являются близкородственными народами. Но они назвали близкородственными, чтобы не сказать, что мы потомки древней цивилизации все-таки. А назвать врагов народа древней цивилизацией это немножко сложно. Как-то несправедливо получается. Автохтонный народ с древними корнями, их берут и отправляют. Депортация. Да. Башлам, вот сигаури, возвращаясь, не то, что возвращаясь, вообще возвращаясь, имеется в виду к теме шумеров. А Сигаури вообще начинает его книгу, и когда я читал, с шумеров. Он начинает, он общее представление дает, что исследования идут и так далее, шумеров. Вот, он считает, что, он говорит, ребята, чеченцы – это представители той древней цивилизации шумеров. Да. Но это не только он говорит, честно сказать. Да, понятно. Да, но смотри, что мне интересно было, он там именно кавказскую расу, то есть имеется в виду в Кавказ полностью включает или только чеченский народ? Нет, там есть определенное количество людей. Раньше считалась наха-дагестанская языковая группа. Да. Но он сейчас в последней его статье он изменил и сказал, что это неправильно. Почему-то в советское время очень сильно притягивали дагестанцев, хотели подвести его тоже, но у них слишком маленькое количество слов, которые совпадают. Он как раз, помните, сейчас было скандальное высказывание Деньги Халидова, этого горе-блогера, общественника с Дагестана, и он полностью опроверг, само собой сказал, что он не друг ты мне вообще. Да, Сигаури, я слышал, кстати. Как раз он в этой книге он указывает, что дело в том, что и Сигаури, и Хасан Бакаев, и Бибулатов, кажется, еще занимаются уральским языком. Все, кто у нас занимается уральским, хуритским языком. Есть у нас парень в Турции, который пишет докторскую диссертацию по хетскому языку. Мы с тобой знакомы, да, с ним? Абдурахман, да. Да. И многие ребята наработки. Но, насколько я знаю, обсуждение идет непосредственно шумерское, хурита-уральское. Вот об этих языках идет. Есть у нас люди, которые говорят, что я не хочу, опять же, перегибать, мне не нравится, когда чужое себе притягивают. Аккадский язык там от нас произошел, метанийский, там есть совпадения и так далее и тому подобное. Но это, к сожалению, древняя история нашего народа. Мы над ней только сейчас работаем. И благодаря нашим великолепным лингвистам мы можем доказать, что, я надеюсь, в будущем, если будут найдены останки, можно будет уже и генетические данные сверить. Если генетика, мы знаем по нашим преданиям, мы все говорят, Шем здесь подразумевает не Сирию именно, конечно, Шам это междуречье, как говорится, туда входит. Да, Месопотамия, вся Месопотамия входит, междуречье, да, поэтому... И древние наши устные предания, здесь теперь язык, если еще сейчас по генетическим данным совпадения, я точно так же смотрел хуритские, уральские башни, то, что сохранились. Урартийцы делали башенные комплексы, что очень странно. Да, единственное, они не квадратные, они круглые, но то, что они их делали фактически один в один, как сигнальные башенные комплексы, делали именно на остриях горных высот, именно таким форматом, как и делают наши, тот, кто проедет в Итумкали, Галанчош, там, в Шарой поймет, о чем я говорю. Оно очень слишком сильно, то есть совпадение там на 70-80%. То есть тот, кто заинтересован. Но, опять же, ученые эти моменты не сильно воспринимают, потому что мне присылали с Италии башенные комплексы, мне присылали с Германии башенные комплексы, которые фактически один в один совпадают. Ну и возьмем Китай, который есть целая область, что во времена Аланского царства, отсюда, когда уходил Чингисхан, он взял в рабство определенное количество людей, отвез, они стали китайцами, да, они сделали, но у них башни, они совпадают, но они у них не четырехугольные, допустим, а 5-6-гранные они у них.
То есть другая, но фактически все говорят, что, а насколько мы знаем, мы являемся, и по Хизрию мы знаем, что мы являемся одним из народов, который входил в ареал непосредственно Аланского царства. Поэтому я думаю, что по вопросам Сигаури, то, что он делает наработки, в основе сейчас уже вот эти размытые Дейресхил Ильясан дал ситуацию, но и всем нашим ученым, которые, несмотря на свой преклонный возраст и здоровье, и то, что они дома даже не живут, они сейчас в основном за границей, мы знаем, да, они проводят огромную работу, вышла книга Ильяса, то есть новая книга Ильяса Сигаури, двухтомник, да, тот, кто знает, да, там сейчас великолепно, пока у меня нету, как она у меня появится, мы с тобой об этом еще обсудим. Есть старая версия его пятитомника, и вот новая версия. Там как раз таки по лингвистике целая книга чуть ли не выходит. Там нужно больше посмотреть. Но он, да, конкретно начинает, и там речь идет в основе своей о чеченцах-ингушах в начале. Дальше идет только о чеченцах. Потому что сейчас нету, потому что у Ильяса Сигаури очень много работы, где он еще пытается, сейчас Ильяс Сигаури нохчи тайпан мелхиву, нохчи оман тайпан мелхи тукума, он сам называет тукуму мелхи. Вот. Но несмотря на это, он уделяет огромное внимание, и, кстати, в его изречениях он как раз-таки называет ингушение отдельно, но, по крайней мере, в его документах, в его книгах, он называет частью единого народа. И здесь речь конкретно, когда говорим о шумерах, хурита, урарта, это чисто он говорит о нашей. Хотя в начале, в советское время, они были под прессингом цензуры, им приходилось говорить там наха-дагестанская языковая группа, что это относится к нам и к ним. По-другому не пропускали. Хизриев еще, когда был живой, он рассказывал, как трудно было на историческом факультете, где 80% это были сотрудники спецслужб, где ты не мог ничего своего, потому что тебя могли сразу, был закон об интернационализме, то есть не твое надо раскинуть, понимаешь, если что-то чеченское, нет, это не чеченское, чуть-чуть лезгинское, чуть-чуть там адыгское, чуть-чуть чеченское, то есть вот такие вещи делались, ты не мог сказать, военник бияться. А сейчас более уже свободно к этому относятся, более демократично, и начали писать уже как свое. И это, наверное, хорошо. И да, как раз-таки если я не ошибаюсь, и у Ильяса Сигару я слышал, что правильно говорить все-таки не наха-дагестанская языковая группа, лингвисты об этом обсуждают, а адыго-абхазская, именно адыго-абхазская, нахская языковая группа, более близкая, потому что на совпадение и по автохтонности больше с ними, поскольку Дагестан это не одна языковая группа, там 38, да, это сборная солянка, грубо говоря, да, не в обиду, но 38 национальностей, и каждый язык, но он не совпадает вообще с чеченским, ничего не имеет. Можно сказать, кавказская языковая группа. Да, то же самое будет, если сказать кавказская языковая группа, да, абсолютно верно. Пока ты отвечал на вопрос, ты затронул два вопроса, которые у меня висят. Я должен был задать. Да, вопросы задавай, мы... Можешь перебивать, никаких проблем. Да, никаких проблем. Касательно Байсангура, один человек написал мне, спрашивает, какие документы за и против есть по достоверности, которые указывают, что он был в Гунибе, и которые не указывают, что он не был в Гунибе. То есть, если их сверить, что весомее. Если Башлам... ты первый ответ? Я отвечу, он более... Если я где-то ошибусь, мои ошибки и так далее, и окончательное слово скажет. По моему скромному мнению, не то что мнению, по моим исследованиям, я сделал 2 ролика, ответ завистникам, вот так я и написал, сделал 2 ролика, когда просто меня взяло вот это, так сказать, злость взяла, то, что я увидел. На разных пабликах пишут, что, ой, ребята, какой герой, он никогда не был воином, никаким наибом он не был, вы придумали человека там, понимаешь, это все Абузар Айдамиров, его сказки и песни Тимура Муцераева. Что он был простым рядовым воином. Да, простым рядовым воином, мы его так подняли, типа он же инвалид, да какая лошадь, как он модная лошадь, понимаешь, вот эти моменты меня бесило это, я начал читать, я начал смотреть, и так, здесь, все понятно. И отвечая на этот вопрос, я скажу так, я нашел, для меня, по крайней мере, более чем достаточно сказать то, что Байсангур был в Гунибе. Вот я тебе отвечаю. Не со стороны чеченских историков, а именно со стороны дагестанских историков. Весомее. Весомее, да, конечно. Смотри, во-первых, вот про Муцераева.
Тимур Муцураев, когда вот эту песню, да, про Байсангура, да, Шамиль оглянись и так далее, в этот момент, он это не с потолка взял, понимаешь? Вечером такой сел, да, так, чтобы не взял перо, если образно, чтобы такое написать про Байсангура, да, как бы сочинить, и чтобы вот выглядело, что наш-то вот такой, а этот ваш ха-ха-ха. Понимаешь, он так не делал. Вообще отношение к Тимуру Муцураеву насчет того, что он нес свою лепту в историю чеченского народа. Этот человек оставил след в истории чеченского народа. Через эти его стихи, произведения, песни люди узнали про шейха Мансура Байсангура. Имеется в виду те люди, которые живут в дальних уголках России, вообще русскоязычная аудитория. Башлам знает лучше меня, Павленко есть такой человек. В 1951 году Муцураева нет, помимо даже. Не то, что Муцураева, а Абузара Айдамирова нет. Ты понимаешь? И книги. Не то, что Абузара Айдамирова да. нету. Чеченцев нету. На территории Чечни вообще нет. Нет нас дома вообще. Да, нас дома нету в то время. И называют нас как? И нас называют тем, что смотри, что, ребята, это ваши сказки, это вы придумали и так далее. Понимаешь? А человек, смотри, сидит и пишет «Кавказская повесть». Павленко выпускает. Абузар Айдамиров 1972, если я не ошибаюсь, выпускает роман «Долгие ночи». Понимаешь разницу? 71-72. Понимаешь, какая разница? Через 20 лет. Да. И говорить, что это мы придумали. Понимаешь? И тем более, какой резон. А потом такая версия была, что чеченцы, мол, поехали к Павленко в 1951 году. Внимание! С Казахстана, видишь ли, вот, свободно передвигались по России. Да, и занесли, так сказать, Павленко. Вот, смотри, зеленый Вашингтон. Мы-то в Казахстане миллионеры стали. Так, смотри, вот наш заказ. Давай ты Байсангура сделаешь вот таким храбрецом, а этого давай. Имама Шамиля, да, вот так сделать. Понимаешь, это сказки. Вот то, что они говорят, это сказки. Так вот, я нахожу вот эту повесть. Потом я нахожу военную летопись Кавказской войны. Я нахожу потом вот этот, как сказать, рапорты, которые писались на имя императора. И там прямо указывают. Они же говорят еще, ни в одном документе нету имени Байсангура. Говорили. Да, они говорят, ни в одном документе нету имени Байсангура. И ты находишь, понимаешь? И Башлам публиковал у себя тоже. Я как новичок вообще для меня тоже, понимаешь? О, ничего себе, тут есть военная летопись, ничего. И все. И Борятинский потом, да, повесить его Байсангура, разбойника и так далее. Я к чему? Я когда исследовал, я нашел Шапи Казиева. Далгияш Дойс у него нету сейчас. Он не чеченец, понимаешь? Он представитель Дагестана. Он историк. Как бы кто бы ни говорил, когда ты читаешь вот регалии человека, да, вот в его профессии там написано писатель, прозаик, поэт, историк. У него есть государственные награды, он специализируется именно по теме имама Шамиля. 2 книги человек написал. Я просто не знаю, почему такого, как кость в горле, это тема у многих людей, понимаешь? Я ну знаю. И что с того, что он там был? Я знаю. Наоборот, это же ваш брат мусульманин. Вот почему мы, вот понимаешь? И вот смотри, завершая, вот я нашел Шапи Казиева, он пишет, что в Гунебе лишь только один наиб имама Шамиля, Байсангур, был против. Он говорил, Шамиль, отпусти меня, брат. Это Шапи Казиев пишет. Потом второй человек, Булач Гаджиев. Мне звонит один брат с Америки, который в Америке живет, и говорит, Ахмад, смотри, я не буду называть имя этого человека, позвонил историку из Дагестана и говорю ему, вот Булач Гаджиев же вот здесь. Понимаешь? То есть он мне отправил мой ролик, что ли. И тот сказал, Булач Гаджиев. Вы что, ребят, он же вообще не историк. Кого вы мне присылаете? А местная газета Черновик, другая, №1 историк пишут. Понимаешь? Вот смотри, я говорю, ребята, вот здесь 2 документа. Потом, он Гунибы был или нет? Они говорят, что был. Булач Гаджиев говорит, что с своим сыном был. Понимаешь? Еще один был Юсуф. Как его? Дадаев Юсуф. Ну, там еще история сам Башлам расскажет, я не буду это рассказывать. То есть, что я хочу сказать, коротко, завершая, что я нашел более чем для меня убедительную версию, что Байсангур был там со стороны именно дагестанских историков. И еще лакские предания. Когда я говорю лакские предания, некоторые смеются надо мной. Они говорят, ты что, предание там будешь, как исторический документ? Я говорю, ребята, есть такое понимание, есть такое понимание, как информация, которая не может быть
будут живы, если 50, 60, 70. Большая масса людей говорят одно и то же, как наши старики передавали. Понимаешь? Это Вот. называется полевой материал. Вот, полевой материал. Ты его можешь использовать и проводить как доказательство. Конечно. Соответственно, лакское предание, это же не просто так они пишут. Вон там связь Павленко, вот здесь лакское предание, Шапи Казиев, Булач Гаджиев, потом Хасан Бакаев, который нашел документ, да, в 61 году, если не ошибаюсь, как русский солдат. Прорыве. Да, о прорыве. И потом Что тебя... был прорыв, там косвенное доказательство, но доказательство то, что во время окруженного Гуниба был прорыв и что определенное количество ушли. Он не указывает именно Байсангур, но указывает, что был прорыв и ушли. А прорыв и ушли говорится только в основном о Байсангуре. Адам, если ты хочешь архивный документ с прямым текстом, где будет написано Байсангур Биноевский был на Гунибе, такого документа нет. Чтоб ты понимал. И ни Ахмад, и я, мы не можем представить. По крайней мере, был он там и изъят, он уничтожен, я сказать не могу, этого не можем мы знать. Но прямых доказательств, чтобы архивное управление России выдало и сказало, что этот человек, да, он был в Гунибе, Зафиксировали. Да. что, по крайней мере, этого документа пока еще не нашли. Но работа пока есть, еще понимаешь, где- работа. да, где Но говорится. касающийся вопросов, мне как раз-таки до Ахмада пришлось с этим сталкиваться, потому что я ездил непосредственно в Биной. Я видел, где был пленен Байсангур Биноевский. Я видел в пещере, где он жил. Я смотрел твой выпуск. Да, я непосредственно встречался с потомками не прямые потомки Байсангура Биноевского. У него было 2 сына, один погиб, другой в преклонном возрасте тоже не оставив потомства умер. Это были потомки даже? 2 пацанов было у него, да. Один при возвращении, когда возвращались, и их же депортировали, 2 сыновей Байсангура Биноевского. Через определенное время возвращаясь, при странных обстоятельствах, у одного Ал-Газари, один из них погиб от лихорадки странного. Ну, старейшины Биноевские говорят, что ему подсыпали что-то. А второй вернулся... дожил до 78, он в сопротивлении был, защищал Ведено во времена Деникина, но у него не было потомства. Почему не было потомства, я тоже могу, если вам интересно, рассказать, что во время, когда их ссылали, была сделана инъекция по устным преданиям тех же, чтобы у Байсангура Биноевского не было потомства, точнее, у его сыновей. Вот. Ну да ладно, сейчас не об этом. Как и Ахмад указал, самая большая проблема – это «Кавказская повесть». Почему? Потому что, когда мы опубликовали, подписали, проблема была в том, что это исторический роман, но чеченцев не было, чеченцы были врагами народа, и никто не мог никаким образом описать красавчиками в повести, там, у Павленко историческом даже романе. Да. Конечно же, Шапи Казиев, Булач Гаджиев, это точно так же лакские предания, это точно так же Юсупа Дадаева. Дело в том, что про Юсупа Дадаева очень интересная тема. Юсуп Дадаев считается метисом, половина чечен, половина аварец. Ну там, где нужно, он половина аварец, а где нужно, он половина чеченец. Кто мать, то отец, я так и не разобрался, кто-то говорил, что отец у него. Кто-то говорит, ну ладно, не суть, мы не обсуждаем его. Но факт остается, до 2007, если не ошибаюсь, или 2008 годов он написал книгу, где он четко указывает, передает в повести, что Байсангур Биноевский был на Гунибе. После чего он выпускает определенное количество книг, попадает под жесткий прессинг аварских националистов. Некоторые говорят, что этому посодействовали определенные лица, которые ныне сейчас управляют этим движением, особенно против возвращения ауховцев и восстановления Ауховского района. То есть это вот эти люди посодействовали тому, чтобы задавили его и сказали, чтобы выделили финансирование, чтобы он перевыпустил эту книгу и убрал оттуда именно часть, где Байсангур Биноевский был. И он... Нездоровый фанатизм, я понимаю. Да, но самое интересное, что версия книги есть. Он не может, он как бы он не хотел ее поменять. Первая версия вышла, и она продана, и она есть. Что касается остальных
Но дело в том, что изначально был не Тимур Мусраев, само собой. Изначально это был имам Алим Султанов, кто описал эту песню. Да, конечно. Для тех, кто там на тебя давит, я хочу что пояснить. Для имама Алим Султанова он написал до него Умар Ярычев, ныне покойный, да, поэт, да. Когда мы встречались с Умаром Ярычевым, мы спросили, вы знаете, что беноевцы есть Урус Мартани, Дин Купа Абу, Дукабу, Мартан Абеноя, и им их старейшины передали, что они помнили. Не такое большое время, там 150-180 лет прошло, то есть это фактически 3-4 поколения. Они передали, что на самом деле есть чеченские предания, где говорится, что он вырвался и что он ушел. И чеченские предания тоже есть, и каратинские предания есть, и тендинские предания есть. Не просто предания, вот я услышал, они напечатанные есть. То есть там 8-9, сейчас и Хасана Бакаева тоже. То есть уж слишком много источников, которые говорят, что было. Амад сказал, я же не понимаю, почему почему ненавидят. Сейчас я поясню, Амад, почему. Дело в том, что весь ком в горле заключается даже не столько, проблема возникает в другом. Дело в том, что когда тебе литературно или исторически преподносят этот момент, получается как? Есть Байсангур, каменный человек, который не сдался, не стал предателем. И есть имам Шамиль, который, по сути, я хочу пояснить, все давали присягу, клятву на Коране, что не будут сдаваться. Был указ имама Шамиля во времена Борятинского, еще до того, как он сдался, то пленили, сдался, каждый себе выбирает, что если любой из наибов заговорит об этом, что его нужно отрубить голову и лишить всего, наделав земли то, что ему было отдано. Был такой указ, и он был дан, пример, имаму Шамилем был дан. То есть получается, да, здесь есть казус, есть моменты в этом вопросе, поэтому и с точки зрения истории, получается, у тебя, ты возвышаешь человека, почему у тебя и у меня возникла проблема, когда мы называем шейха Мансура первым имамом Кавказа, а здесь имам Чечни и Дагестана. Возникает же проблема, масштаб личности. Но они говорят, нет, первый имам был Хамзат Бек, потом Гази Мухаммад, Гамзат Бек, и потом был имам Шамиль. Других не было. И вот сейчас, когда это письмо появилось у главы Чеченской Республики, когда уж слишком много доказательств, когда нет... А человек, который говорил, что он не существовал физически, это один из самых великих, знаменитых историков соседнего региона, это Патимат Тахнаева. Она говорила, что его нету, он не существовал. Но потом, когда, причем на конференции, куда были приглашены представители нашего истеблишмента, они услышали, встали, вышли прямо из зала. Она пригласила их как гостей Чеченской Республики и начала такую подлянку, как бы говорится, подложила. То есть вот эти моменты есть. По моему мнению, кто там, что там считает, 100% Байсангур Беноевский там был. Но и я, и Аман, чтобы тебе было понятно, пока мы не нашли, это не говорит, что этого документа нет. 100%, чтобы архивное управление, что Байсангур был, и он вырвался прямым текстом, его нет. Но остальные, не все же состоит, допустим, из прямых документов, чтобы вот был, что его нету. Мы многие не знали, и нету документа о том, что, грубо говоря, по крайней мере, мы не сталкивались, что шейх Мансур убил охранника. Нету этого документа. Ни ты не видел, ни я не видел. Но работник, который 20 лет работник, который там есть, там оказался и документ, и научный сотрудник знает об этом. Вот, понимаешь? Архивного управления нет, а в реальности он есть. Поэтому, конечно же, полевой материал – это очень важный материал. И я думаю, что просто сами ученые, российские ученые, они не ставили в ряд, там, он был или нет, что он был, что его повесили, как его выкрали, что у него было двое сыновей. Все остальное – это реальность. Есть место захоронения, как ауховцы, его труп выкрали через два. Это наша история. И Байсангур Беноевский, один из национальных героев Чеченской Республики, был. И был он одноногим. Сейчас мне буквально недавно один нарнеец написал, что типа, я говорил с родственником, потомком брата Байсангура Беноевский, и он сказал, что у него была рука. И это неправда, что он был без руки. Конечно. У него и 2 ноги было тоже.
Конечно, И он две таким руки, делает, два глаза. определенное время Да, и волосы на голове были определенное время. Он был молодым, красивым. Ну как можно говорить такую тупую вещь, скажите мне. У него была рука, не было руки. И что это меняет? Было, не было руки. Был у него один глаз ранен, не был. Был шрам, не был. Факт, что человек был. Факт, что человек был на Гунибе и прорвался. И заключение. Неопровержимое доказательство, которое сейчас появилось. Я тебе это рассказывал, нет, не знаю, буквально недавно это произошло, осветили наши СМИ. Дело в том, что появилось видео, где на Гунибе один из гидов рассказал, что внизу от этой местности Гуниб, место прорыва Байсангура Биноевского, внизу находится селение Хаточ. И в этом селении находится фамилия не в Дагестане вообще не существующей, и это Байсангуровой. И тут появилась зацепка. По преданиям селения Хаточ и старейшин, они говорят, что Жена была, да? раненый Байсангур Биноевский был, его на бурках вынесли, и его друг, сподвижник, они говорят, жена не аварка, они другой национальности Дагестана, в селении Хаточ. Она его вылечила, после чего Байсангур Биноевский женился, и у него родился сын. И род, который пошел от него, носит фамилию Байсангуров. Но это еще не все. Я это опубликовал, сказал, само собой, и связался с потомками Байсангура Биноевского. Точнее, имеется в виду братья. Вы должны понимать, что у Байсангура Биноевского 9 братьев было вместе взято. Предпоследний, кто умер, был Эльжа, ему отрубили голову, и последний был Байсангур. Остальные раньше, начиная с Гази Мухаммада, они выступали в этом газовате. Да, в основе своей. Да. Так вот, что интересно в этой истории. Когда я опубликовал, я связался, спросил у них по этому вопросу, и они говорят, что у нас такой информации нету, но мы готовы с радостью первый поедем, если он сдаст ДНК-тест. То есть там ничего сложного нет. Потомки Байсангура Биноевского брата, и они сдадут, если совпадение, не такой большой возраст должен быть. И на этом закончилось. Я думал, что это все на уровне, как говорится, предания, и все закончилось. Оказывается, они привезли его с ДНК-тестом, приехали сюда в музей, сделали с ним фотографию, друг другу подарки, и они говорят, что это прямой потомок Байсангура Биноевского, который остался жив. Но самое интересное еще не в этом, чтобы вы понимали, это доказывает другой факт, потому что селение Хаточ находится как раз-таки недалеко от Гуниба, и только после Гуниба попал в это селение. Да, тем более говорилось, что он не покидал Чечню. Да. Понимаешь? Во время, когда Гунибе. Как он оказался тогда? Поэтому тут, Адам, тебе вопрос, и Ахмаду. Верите вы, не верите, это ваше личное дело. Но с каждым днем все больше и больше. Может, он является прямым потомком его, нет. Но суть в том, что я разговаривал с представителями Биноевского тейпа, которые были в этом, участвовали. Они говорят, да, пришли, фотографировались там. Где-то здесь в Аллее Славы музей водили, фотки, он даже мне скидывал. То есть те ДНК сделали и совпали? Они сказали, что да, сдали. Я думал, как раз мы когда обсуждали, честно сказать. Я был на прямом эфире, когда это обсуждали. И сами, там был один момент, еще до появления этой фамилии Байсангурова, был момент, когда некоторые сюли там начали говорить, что Байсангур Биноевский не является Бено, а что он является сюли. Началось это, да? Да, то есть они когда не смогли отрицать того, что он является биноевцем, они начали его приписывать к сюли. На что потомки Байсангура Биноевского, братьев Байсангура Биноевского, они сразу выехали в это село, нашли этих людей, засняли все на видео, выложили в YouTube. На что те сказали, нет, мы просто сказали, что мы в хороших братских отношениях с биноевцами, и Эги был на самом деле прямым Эдени Рыбуй, они являются чистыми чеченцами, мы ничего не имеем, что это все
заднюю, короче, полностью. И вот, то есть, Пюч Буаттар Чахсадол. Байсангур Биноевский был одним из самых достойных своего Нохчи народа и представителем, наш национальный герой, так сказать. Мне многие задают, вот ты не говоришь там, послушайте, друзья и все, кто слушает. Байсангур Биноевский, Шуайб Мулла Цинтароевский, Талхиг, Ахмад Автуринский, Эски. Я могу их перечислять, но имена сами вам ничего не дадут. Шуайб Мулла, то, что сделал, напал, никто не взял Кизляр. Шейх Мансур не взял Кизляр. А Шуайб Мулла Цинтароевский взял и вернул. Маршал оттуда. Лесной войны. Да. Кстати, тот же, если не ошибаюсь, Павленко его так и назвал. Да. Вернул оттуда своих родственников, привез 4 пушки. Не просто привез, поставив их, он начал обстреливать крепость Ведено. После чего прибежали к Шамилю, они думали, что нападают на русских, на что имам Шамиль сказал: нет, это не русские нападают, а это Шуайб Мулла показывает, что он смог. Кстати, имам Шамиль запретил Шуайб Муллу делать это нападение к своим генералам. Да, он запретил. Он сказал, что эту крепость взять невозможно, и он запрещает в связи с тем, что это небезопасно, ты можешь погибнуть, ты мой, и так далее, генерал, и так далее. Да, один из надежных, да. И, само собой, а кто Шуайб Мулла Цинтаровский? Он Цуантровуис, понимаешь? То есть, мы нисколько не принижаем, понимаешь? Цуантрой, Экшба, твой, там, Бейной, Шуаной, Шамелбеш и Нохчикамбеш. Но, к сожалению, у нас сейчас там, грубо говоря, да, там, за сотни, 2 сотни, пускай будет там, да, тейпов чеченских. Мы не можем про каждый тейп сказать, что здесь был Шуайб Мулла такой-то, Шуайб Мулла такой-то. Так не бывает. У нас много героев. Возможно, они все совершали героические поступки, но проблема нашего народа: не нужно обвинять Ахмада, Башлама или Адама. Надо обвинять людей, кто это не записывает. А когда мы сегодня записываем, ставят нам палки в колеса. И Багдати, что ради этого ли, что и ухали, что и Сомвац, Хауац и Адамац. Я так понимаю. С тех пор нужно было каждый момент фиксировать. С тех пор. Сейчас новейшей истории, сейчас прошла 20-летняя фактически война, начиная с 90-х, заканчивается новейшей. Я не люблю эту войну обсуждать. Но многие моменты этой войны мы просто устно можем услышать. Эти прорыв Ершу минутка, эти наркоман Ворша, Газотан, Арвел, Гаска, офицер, Шхавиан, Дак Хадил, Харсон Мэрник, вот, все с него смерть, портной этот парень с микрорайона, который рос. Где об этом написано что-нибудь, Амт? Нигде. А этот парень реально существовал до того, да, он, к сожалению, чуть-чуть баловался этим, но несмотря на это, попросил у матери, Нанс игумлил, ушел, воевал, отстреливался до последнего патрона, потом, вытащив шапку своего дедушки, оборонялся, и сами русские привели его и отдали труп матери. То есть здесь нету какой-то политической, мы говорим, исторические вещи. То, что насколько должны быть русские офицеры, которые принесли труп, не надругались над ним, принесли и сказали: твой сын достоин того, чтобы похоронить его как истинного мужчину, это показывает характер Первой войны. То есть еще были достойные офицеры и все остальное, я имею в виду. То есть можно было. Записано это где-нибудь? Мы с тобой видели дневник с подвала, который мы тоже хотели жить, вот эту записку. Зафиксировано это? Нет. Никто этого не делает. Ты ничего не знаешь. И поэтому у нас получается, Байсангур был или не был. Надо было записывать. Записал Умар Ярычев, от него взял имам Алим Султанов, от имама Алим Султанова взял Тимур Муцураев, от имама Тимура Муцураева взял Ахмад, от Ахмада взял Башлам. Только так, цепочка, только так же бывает. Цепочка. Если не будет этой цепочки, достоверности не будет. Ишбила бьешь, так, а надо сохранить свою историю. Не сохранять. Согласен. Народ, который почти все время с маленьким перерывом был в войне, может, и не всегда записывал все подряд. Ну, Но, тем не менее, надо фиксировать все, конечно. Да. Так у нас самое интересное, у нас война-то была не одна. Вот в чем проблема. Начиная от первого имама Кавказа. Ладно, оставь первого имама Кавказа. У нас было государство 7-7. У нас был Бершейх,
Куршло, из Тайпа Куршло. У нас Гайрхан был из Тайпа Саду. Ну, или Цинцан Дюхалхил был, Эльстан Шхой. Там и так далее, и так далее. Что селение Агишты создано на месте форпоста татарских, там, татаро-монгольских воинов, ну и так далее и тому подобное. Это же все нужно фиксировать, а не ждать Аздин Вазару Язинер в 14 веке, Тигадар из Хокадар. Ну, есть зацепка, пишите, вот как мы с тобой сейчас, Павленко, как мы Шапик Азиевшев, Булаш Гаджиеву, привели вот этого Чекиндеза, буквально, деньгах Рабаданов звали, не знаю этого, пришел на передачу, сел. Один Айтабиров, один из лучших историков Дагестана, говорит, у чеченцев не было языка, и он появился во времена имама Шабеля. Один из древнейших языков на Кавказе от автохтонного народа оставшийся, этот, ну извините меня, великий Чекиндез нарнийской истории рассказывает, а это один из самых сильнейших. И он говорит такой, я уже молчу, остальной бред, который он нес в этой передаче. Дарго основали даргинцы. Да, это вообще было смешно, конечно. Я человек, который не имеет... Оказывается. Да, Тайп Турква это турки, понимаешь? Да, у нас вот все так. У нас все, и все, они привыкли за эти 30 лет, что с одной, что с другой стороны, пока Чечня обливается кровью, писать про нас гадости, оскорблять. Почему? Потому что они понимают, люди читающие будут читать. А прочитают про нас что? Вот это читает. Вот это большая проблема. Мы должны быть читающей молодежью. Мы должны быть пишущей молодежью, интересующейся этими вопросами. Как бы это странно, я понимаю, Стечкин и Камри это великолепные вещи. И спасибо японцам и Стечкину, который изобрел его. Но, или там, я не знаю, ММА, UFC и так далее. Это есть еще вот другая сторона, которую надо развивать. Понимаешь, это останется маленькой строчкой в области UFC. Но дальше это не пойдет. Конечно. Ни Шейх Масун, ни Байсангур, ни Талхик, ни Шуаиб, ни Бейбулат Таймиев, великий Бейбулат Таймиев, дипломат от Бога. Разве они стали великими благодаря чему? Они были такими же спортсменами. Они были такими воинами. Атлетами вообще. Понимаешь, что сам Ермолову, хочешь, не хочешь, палачу Кавказу пришлось уважать его. Я не против спорта. Почему-то, когда мы с тобой вообще и с молодыми людьми говорим, почему-то люди как-то агрессивно и как будто нет, я люблю спорт, я люблю футбол, я люблю смешанное единоборство. Согласен. Но наша жизнь состоит не только из этого. Конечно. Хотя бы пропорционально должно же быть какое-то равновесие. Если мы не будем нужно развиваться не в каком-то узком направлении, а в разных сторонах. И поэтому я часто говорю, мне нравится эта цитата, которую я придумал, на всех фронтах, на всех парусах, я говорю всегда. То есть нужно развиваться не только в спорте, но и в образовании. В самом начале передачи ты сказал, Адам, я ставлю ремарку, Амад дал такое право нам всем, да? Сказал, вот как ты успеваешь везде? Дело в том, что в научной терминологии есть такое понимание. Оно называется уникум. Есть профессионалы, есть уникум. Так вот, профессионал – это человек, который занимается одной деятельностью. И никуда не идет, ни налево, ни направо, только занимается одной профессией, одной деятельностью. Но человек, который занимается блогерством, преподавательством, изучением Корана, исследованием, режиссерством, все, этих людей называют уникумы. То есть нужно менять, нужно смотреть, брать разные направления. Наш любимый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, но он же тоже, это уникальный человек. Конечно. Он был политиком, он был воином, он был стратегом, идеологом. Понимаешь? То есть, а что может быть для нас примером больше? Возьмем шейх Мансура. Воин? Да. Политик? Да. Религиозный человек? Да. Стратег? Да. Даже настолько стратег, что даже сами русские использовали потом. Да, вначале, конечно, ему было сложно. Я понимаю, собрать со всех разноязычных и выстроить из него армию, это сложно. Но он уже все-таки без малого. Его годы, ладно, оставляем Шабеля, который воевал там, да, 30 лет там и ставим. 1784, 24 года, представь. 24, да. Да, 24-25 лет,
извините меня, и сопротивляться Великой Российской империи, которой на тот период могли противостоять там Британия и еще чуть-чуть там кто-либо другой, все, больше некого был. Да, Храповицкий же писал 18 лет, он думал с виду, что ему 18, секретарь Екатерины II, вот прямо есть такое. Но его же и описывали. Тот, кто писал правду, написал, что он был таким высоким, когда он садился на коня, у него ноги до пола чуть ли. И поэтому, само собой, властолюбивая и любвеобильная Екатерина хотела увидеть его. Но все остальные были против, сказали, что он является. Эти моменты, если мы не будем рассказывать своим потомкам, неизвестно. Мы получим Наруто, мы получим эмочек, готов, мы получим панк-рокеров, хипперов. И неизвестно, откуда они будут брать историю, у кого учиться. Если ты прав, Башлан, я согласен в том, что имеет в виду, что историю надо сохранить, растить своих историков, ссылаться на кого-то другого тоже хорошо, конечно, да, но авторитеты у тебя должны быть, кто лучше нас знает нашу историю, кто лучше нас знает наш менталитет, никто, понимаешь? И исходя вот этого, то, что Башлан сказал, помнишь, что, да, спорт там и так далее, футбол там и так далее, но есть другая сторона, да, сторона вот, национального вопроса, имеется в виду масштабы республики, масштабы твоей родины, понимаешь? Государственности даже. Смотри, самое даже к месту будет слова, я думаю, Абузара Айдамирова. Книжка такая у него, да, «Ой, я молчал». Единственная книжка, которую ты, наверное, знаешь, он сделал висят обращение, соответственно, придерживаясь этого, молчимата эрдуас. Суолах цанстак хавен, новчичунг. Вало до бердг як асхуна хуэрла ночи чуэлэс яж бердг як руалязин дцу. Анексан цамстагу хавена дейлда мухекал дошкан туха элча ночи чутамшиц побахцу. Он даже не удивляется, понимаешь? Он не считает. Реально щаука. Он, то есть, он не зацелуется бог, порядке вещей их бахцу не. Потому что им дают он халмейрла, но он халмейрла туда же ходит тоже ум, понимаешь? Конечно. Это должно быть, это и должно быть отправной точкой всего, понимаешь? Конечно. Управлять всеми остальными инстинктами, силы, характер, воля, это на все нужна голова. Да. Если не будет головы, и у тебя будет силы безмерно, ты будешь дураком, понимаешь? Дураком, сильным дураком ты будешь, но боли у тебя не будет. И любой, реально так и получается, любой человек придет со стороны, какой-нибудь, я не знаю, я не в скорбе. Да, нет, он тебе будет говорить, Хосан будешь уметь, и ограбить, сделай это. Он будет управлять. Он станет великим имамом, ты не существовал. У него рука была на самом деле, понимаешь? Как будто бы все историки чеченские сказали, Байсангур родился с одной ногой, с одной рукой и с одним глазом. Но насколько нужно быть имбецилом? Это смешно, но это реально люди говорят. Буквально недавно сделал опровержение. Пишет сосед наш с Дагестана, написал, когда мы пишем о великом первом имаме Кавказа шейхе Мансуре, он пишет, на самом деле ваш шейх Мансур всего лишь был подчиненным пешкой имама Шамиля. И этому человеку, Адам, этому человеку 50 лет. 50 лет ему. Ты немножко перепутал годы, ты не сказал ему, тогда имам Шамиля. Мне даже стыдно было, я говорю, написал он, а стыдно мне. Да. И когда ты пишешь это, опровергаешь, пишешь фейк, ты нацик, Башлан, вы нацики, вы мунядин, вы шугоршну, вы евреи, вы рыжие, все от терских казаков. Как раз светлым быть чеченцам нельзя. Красные кроссовки одевать тоже нельзя, кстати, чтобы ты знал, не покупайте красные вещи, и ремень свой тоже замени. Оказывается, все, кто носит красные вещи, кроссовки, куртку, футболку, он сюли. Автоматически. Я не знал об этом. Нет, ну у нас, оказывается... да, я помню, прикол был про красные мокасины или там приоры, но я думал, что это на уровне сленга, просто шутки. Ну, факт остается фактом. Поэтому эти люди появляются. Да, чтобы знали, флаг у Ташухаджи... Красный был. Был красный. Они были чистокровными новчи, и ничего такого не было. Я говорю эти вещи с болью. Валлахи, говорю, Аман, с болью. Почему? Мы улыбаемся, потому что нам смешно. Мы знаем в этой теме, мы образованные люди, да, грубо говоря. Мы и те люди, которые... Но когда большинство этого не знает, ты говоришь ушурма, они говорят, ушурма, милу. И милу, да, я сам сталкивался с этим, Кто из милу, она сунем цавойзи, понимаешь? Я вообще был в шоке.
Дересхел, этот вопрос исчерпан. Я бы задал следующий вопрос от подписчика. Так. Хотелось бы задать вопрос Башламу Чимаеву. Скажите, пожалуйста, честно, считаете ли вы врагами ингушский народ, когда вы часто говорите «нарнийцы»? Кого подразумеваете? Коротко. Ингушей я врагами не считаю, это наши братья, мы один народ. Это раз. Нарнийцами я называю любой национальности человека, который рассказывает сказки. Термин нарнийцы впервые вообще в благосферу я ввел, да, из хроники Нарнии, потому что это открывается фанер, сказка, там говорящие звери. Это из рода того, что там у нас нашли яйца дракона, у нас был Йети, нам 50 тысяч лет нашему тейпу. Все люди, кто рассказывают эти небылицы, любой национальности, для меня они нарнийцы. И огромная благодарность всем подписчикам, всем, кто вел точно так же. Все блогеры ввели в обиход. Мы не оскорбляем нации, мы не оскорбляем тейпы, тухумы, фамилии. Да, мы оскорбляем, чтобы не оскорбить. Называем этих людей нарнийцами, то бишь сказочниками. Мы могли их назвать не нарнийцами, а Андерсонов, ну, в честь уважения великого сказочника, писателя Андерсона, мы назвали их, ну, в этом лице называем нарнийцами тех, кто врет и лжет. Ингуши – это наши братья. Конечно, наши братья, никаких сомнений нет. Очень даже достойные, среди них очень много братьев, и никакой неприязни нету. Просто мне всегда обидно, понимаешь, когда на почву национализма это происходит, да. Национальный вопрос поднимает. Там нация ни при чем. Просто определенные личности, которые представители этой нации, занимаются фитной. Ты даже не знаешь, что элементарно за этой клавиатурой. Может, какой-то Вася Пупкин там, понимаешь? Ты не знаешь, что там. Тогда проще уже назвать нарнийцем, правильно? Да, нарнийцем сказал, все как бы. Никакой нации это отношение не имеет. Попросту говоря, термин нарнийцы отделяет провокаторов от народа. Это да, все четко. Да, конечно. Да. Так, теперь следующий вопрос, который не так далек от этого. Как правильно написать в войнах слитно или отдельно? Правильно, в войнах слитно. Слитно, да? Нет, как его использовать в войнах слитно. Но если вы говорите как слово в войнах, да. А если говорите об этнониме, нету такого этнонима, то есть нет названия народа в войнах. Такого нет. Это неправильно, недостоверно. В основе своей, насколько я знаю, в войнах пишется везде слитно, и в войнах, гергернах, аранах, улирнах, это термин используется. Корень там слова нах. Вот. Именно исходя из этого слова нах, чи, древнее правильное произношение нашего народа, нах, чи. Именно так, да. Через А. О это более позднее, в 20 веке использовать начали. Так что не в обиду. Не надо сейчас, если вы хотите достоверно исторически говорить, то есть на древних чеченских диалектах, это нах-чи через А. И это не изменение, не нововведение. Спросите у любого чеберлоевца, итумкалинца, шатоевца, галанчошца, старых взрослых людей, имеется в виду преклонного возраста. В принципе, все диалекты согласны. Конечно же. Правильно говорить древнее название нахчичи. А в войнах пишется одно слово. А если говорить нохчи, это является ошибкой? Потому что я слышал, Хасан Бакаев тот же говорил, что есть диалекты, горные, равнинные чеченцы по-разному называли. Поясню. Мы сегодня, чеченцы, все горные части Чеченской Республики, это юг, это сердце нашего народа, проживает 100 тысяч населения. А остальные 1 500 000 проживают на равнинах. Чтобы было понятно, в процентном соотношении 90% говорит на литературном чеченском языке. Это говоры, наречия я убираю. И используется литературно. Литературно использовать О это правильно. И в некоторых местах ноах, нух, как мы называем, есть одна из версий происхождения нашего народа, прямое. И причем огромное число людей в это верят. И я один из сторонников этой версии, что мы прямые потомки Ноя. И взяли имя от слова Ной. Нохчи, Ноев народ. Есть и другое, и есть вторая половина. Они говорят, Нохчи это Нах и люди, которые живут Чуя. То есть обозначают люди этой местности. Обе версии имеют право быть. Но более древняя и более правильная, и который доказывает Хасан Бакаев, и доказывают многие грузинские ученые, и армянские ученые, это подтверждение того, что мы Ноев народ. И мы не говорим, что другие не произошли от Ноя. Мы не говорим, нет, этого всего нет, чтобы было понятно зрителям, Адам, твоим и остальным. Мы говорим, это версия, и что мы носители
этого имени и идем от него. Ни хуже, не говорю, ни лучше. Могут быть и остальные. Да, у Ноя было, с точки зрения религии, ты знаешь, 3 сыновей, Иафет, Сим, Хам. Иафет – это наш праотец, сын, и от которого появилась вся кавказская. А то Бяхма била Адам, я задать. Ничего страшного. Ну, в общем, тогда переступим уже к следующему вопросу. Так, вопрос о чеченских спортсменах и каскадерах был интересный, очень интересный. Есть ли чеченское национальное боевое искусство с клинком или без клинка? Насколько я знаю, клинковые есть. Вы видели это изображение, когда выступают, производят наши древние танцы, боевые танцы с клинками. И это уже говорит о том, что у нас есть. Что касается боевого искусства, у нас, насколько я знаю, у нас такого нет. То есть именно чеченское боевое искусство у нас такого нет. Если бы ты спросил, есть ли чисто чеченское оружие, холодное, музыкальное и все остальное, оно все есть. Но что касается боевого искусства, именно чеченского, я, по крайней мере, не встречался. Или же оно утеряно нами. Чеченская порода лошадей есть, чеченские или есть, чеченские инструменты есть, башни есть, петроглифы есть. Ты можешь спросить вот любой. Смотри, Тазит. Да, поэма Александра Сергеевича Пушкина, где он говорит, с тех пор, как ты, старик, да, отдал сына чеченцам и так далее, он взрастил его. Вот, если я не ошибаюсь, поправишь, если что, если я не ошибаюсь, то они же отдавали, это же не выдумка тоже, они же отдавали детей, чтобы как спартанскую школу пройти и так далее. Это не относится к тому, что я хочу сказать, что военное искусство? Военное искусство, нет, что именно. Он имел в виду конкретно направление, то есть национальное боевое искусство. Да, все. Понимаешь? А воспитание – это совсем другое. Его отдали, это есть документы, это делали адыги, черкесы. Они, чтобы мужественными воинами были, отдавали. Быть воином – это одно, а боевое искусство – это немножко другое. Ну, в целом, мне кажется, я бы сказал, что вахтохар – это борьба, если переводить, да, как-то. Это можно называть кавказским или чеченским видом боевого искусства, но я… К сожалению, понял, что это, скорее всего, греческое, римское. Греческого, да? Да, я это думал, не наше. С исламом пришло это. Нет, это древнегреческое, поэтому нам, к сожалению, мы не имеем права к себе перетягивать безосновательно. Многое совпадает, многое что есть. Мы можем точно так же сказать, что битва на мечах – это чеченское боевое искусство. Однако, это должно быть зафиксировано. А если нету документально зафиксировано, по крайней мере, мы не можем ни на что ссылаться. В танцах мы показываем, что есть кинжальные бои чеченские, да, какие-то определенные мотивы, а все-таки культура – это есть история этого народа. Факт остается, танцы возьмем. А сейчас танцуют, вроде бы вернулись обратно к нашим танцам, да, национальным, но сейчас вы видите, что танцуют и видны ладони. А в те времена определенно указывается, четко говорится, что у мужчин не было видно кистей. И ты видел у Махмуда Исимбаева? Да, из Махмуда Исимбаева. Почему? Чтобы он ненароком во время танцев, потому что прикосновение к девушке, отрубание руки. Поэтому, то есть, насколько жесткий бы. Сегодня адаты, некоторые думают, что это адаты вокник, халгач, уахич, это адат, но в то время. Поэтому, исходя из этого, историки говорят, никогда чеченская традиция не была воровство невест. Это пришло с приходом татаро-монгол на Кавказ. У них появилась эта тема. А до этого чеченцы никогда не воровали. То есть, украсть невесту и увезти такого не было. А теперь последний вопрос. Так, зачитаю его, он интересный, правда. Ну, это вопрос тоже от подписчика нашего, который написал в сторис. В каком году началась депортация чеченцев? Из-за чего она началась и какие последствия были? Это около 13-14 лет ученица. Она с отцом посоветовалась, как задал вопрос. Депортация 44-23 февраля. Последствия. Трагические последствия, кошмарные трагические последствия. Было депортировано по разным данным. Самые простые данные – это 650 тысяч. Я говорю только за чеченцев. По другим данным, официальным 750 тысяч человек во время одного только время пути потеряли до 30 тысяч человек мертвыми. То есть их не хоронили, их выбрасывали в сугроб, в снег.
или просто закапали в снегу, чтобы было понятно масштаб трагедии. Многие эти вещи не зафиксированы, но благодаря сегодня уже рассекреченным секретным материалам Министерства обороны СССР мы узнаем многие вещи. Чеченцы были не единственные, кого депортировали. То есть были карачаевцы, были немцы, были ингуши, были кабардинцы, были балкарцы. Вот. Ну, то есть там почти 9-10 национальностей было. Но что касается нас, это для нас была трагедия, в чужие степи, оторвав от всего. Из-за чего этот вопрос историками очень часто поднимается, там несколько версий. И я скажу более правдивую и правильную версию. Во-первых, одна из версий, что якобы Гитлер, вы знаете, да, группа была сброшена Эдельвейс, там, чтобы там захватить Кавказ и так далее и тому подобное, что чеченцы подарили коня с золотой сбруей и все остальное. Это миф. Этот миф полностью рассекречен, документы опубликованы. Есть фамилия, кто подарил эту лошадь, есть данные, и он не является... Я не буду называть национальности, я не хочу никого обвинять, но они, да, это не чеченцы. И вообще к нам не имеют никакого отношения. Это первый миф. Второй миф о том, что у нас в горной части было там чуть ли не до 6 тысяч, некоторые 30 тысяч партизанщины, которая воевала против красногвардейцев, которые ждали немецких завоевателей и все остальное. Это преувеличенные данные, неподтвержденные. Да, были бандиты, но бандиты были и до начала. Они противники раскулачивания, уничтожения всего чеченского. Это братья Исраиловы и все остальные, которые делали нападения на сотрудников НКВД. Я нисколько ни тех, ни других не выгораживаю, но бандитизм был везде. С красным террором на тот период, как описывали, демократическая Россия называют его. Да, красным террором были не все согласны. Не согласны были, потому что нужно было уничтожать собственность, а для чеченцев уничтожить собственность или забрать оружие – это равноценно убийству. Поэтому бандиты были, небольшие группировки были. Некоторые сегодняшние исследователи говорят, что они якобы отправляли в Москву завышенные цифры бандитов, которые на стороне будущих гитлеровской Германии, для того, чтобы в дальнейшем получить себе высокие и так далее. И тому подобное. И за счет этого якобы чеченцев и ингушей депортировали, что тоже не является достоверной информацией. Третья версия была о том, что якобы Авторханов, которого направили в Чечню, чтобы он полностью там изменил ситуацию, он перешел на сторону Гитлера, убежал, и что все это тоже полнейшая чушь. Авторханов, даже если и перешел, быв определенное время коммунистом, он не делал ничего плохого, он был конкретно против Сталина самого, как личности, культа личности. И он ничего такого не мог изменить в характере, чтобы целый народ депортировал. И этих версий там энное количество. Но я перечислил вам 3, чтобы эта девчонка поняла, что нам шьют, чтобы нас называли предателями народа на тот момент. Достоверная информация такова, что у советской армии, разведки появилась информация, на тот период грозненские нефтепромысла полностью поддерживали и снабжали нефтепродуктами весь Западный фронт, и частично и Восточный фронт, которые вели на боевые действия против гитлеровской Германии. Разведке появилась информация, что они будут пробиваться к Грозному, будут сжигать, уничтожать грозненские нефтепромысла, и тем самым все сталинские самолеты, танки, вездеходы останутся без горючки. Грозный – это был стратегически важный узел. На тот период не было Тюменской, северных вот этих нефтедобывающих. До 90-х годов грозненская нефть считалась одной из самых высших брендовых нефтью. Из него готовили, тот, кто знает, кто жил в Грозном тот период, из них даже готовили для космических ракет керосин. Один из самых лучших. Даже не бакинская была, а именно грозненская была.
И все промыслы были здесь. Самый лучший институт, Грозненский нефтяной институт был. Самые сильные кадры были здесь. А потом во время этого конфликта уже потихоньку перебросили в Тюмени, сделали, кажется, теперь в Тюмени самые крутые как бы, нефтеперерабатывающие высшие учебные заведения. Сталин, чтобы обезопасить и предотвратить данную ситуацию, он хотел, я предполагаю, что он с точки зрения стратегии решил обезопасить себя. Регион был нестабильный, историю этого региона была Сталину известна. Некоторые говорят, есть еще одна бредовая идея, но я вам озвучу, это официальная версия, то есть многие об этом говорят, что Берия пытался и подсказывал Иосифу Виссарионовичу Сталину, чтобы создать великую Кахетию. Великую Кахетию, великую Грузию. И мешали только два народа, которые могли показать какое-то сопротивление. Да. Остальные просто-напросто можно было согнуть. А именно чеченцев и ингушей, поскольку историю Кавказской войны знал, и Берия подал эту идею Сталину. И получил результат. Берия, говорит, предлагал их даже не просто депортировать, утопить и уничтожить. Есть такая. Ну, я не могу сказать, была, что целые народы утопили, я не сталкивался с таким. Но мы знаем по черкесам, которые там во время Османской Турции они погибали. Но сейчас не об этом речь. Но эта версия бредовая тем, что Сталин отказал, говорят, не надо всех убивать, но просто сослать их в Сибирь. Но она бредовая тем, что по мне версия, то, что я говорю, что здесь были нефтяные промыслы, и он очень сильно остерегался, что если чеченцы реально объединятся с гитлеровской Германией, а опыт был, в плане том, каком опыт был, вот это боевое кавказское сопротивление со времен имама Шамиля, если бы имам Шамиль не примкнул к чеченцам, война бы не длилась 25 лет. Потому что после Кавказской войны, после того, как чеченцы от него отказались, Шамиль продержался 4 месяца. Я думаю, что историки достойно сказали, что вот эта проблема может возникнуть. И плюс туда попадает вот эта справка, в которой говорится, что есть сопротивление. Тут еще Берия приукрасил, и остальные в совокупности он решил как очередное. Опять же, тут речь идет, вы должны понимать, если бы только чеченцев и ингушей, тогда мы могли бы говорить об особенности. Ну, там другие народы были. Но с точки зрения стратегического мышления Сталина, как на тот период, и многие, и Эдвард Родзинский, и многие говорят, что бы ни говорили про него, что он был стратегом. Неважно, сколько он положил душ, или что мы его ненавидим за депортацию, не об этом речь. Он был стратегом. Поэтому были калмыки, крымчане, чеченцы, карачаевцы, балкарцы депортированы. Там и кабардинцы есть. Сегодня уже там кабардинцев раскулачивание, то ли 17 тысяч семей он депортировал. Кабардинцев. То есть это небольшое количество по сравнению с нас, там 650 там, тысяч, да, и все остальное. Поэтому я надеюсь, я этой девочке долго и более подробно исчерпывающий ответ. Надеюсь, она понимает. Но ни одно из этих не является достоверным. Просто почему? Потому что за 3 дня до депортации, не за 3, за неделю чуть ли вперед, эти солдаты под грифом, что они помогают советской армии, были поселены во все поселены в дома, вы знаете, слышали старшего поколения, что это проходит учение, и они были поселены. И были случаи, под операцией, там, сама операция называлась «Чечевица», и говорят, по крайней мере, я слышал от некоторых старших, что некоторые солдаты попытались предупредить и разрешили чуть больше взять охапки там вещей, одеться, продуктов, что-то, потому что к ним на самом деле очень хорошо отнеслись и делились последним куском хлеба. Вот такой ответ. Я хотел бы именно про нашу религию, вот каждый, который я либо участвую, где на телевидении, например, когда меня приглашают, вот вчера, позавчера с Асламбеком Бадаевым тоже я сделал акцент, что в первую очередь, история хорошо, красиво, спорт, тот, кто занимается спортом там и так далее, но в твоей жизни на первом месте всегда должна быть религия, понимаешь? Ты изучаешь религию, вот мы говорим про шейха Мансура, про Байсангура. Шейх Мансур был очень религиозный человек, понимаешь? Вот в последнее время какая-то тенденция, я не знаю, пошла, вот, спрашивают у нейросети, понимаешь, задает такой вопрос, и нейросеть как будто фатву тебе выдает, и ты с этой фатвой идешь и говоришь, ребята, вот это можно, я спросил у нейросети. Так что я хотел сказать насчет этого момента. Религия – это преемственность из уст в уста.
Понимаешь? Аллах Субхану ва Тааля научил Джибриля алейхиссалям. Джибриль алейхиссалям был учителем Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям был учителем своих сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах. Сподвижники табиинов, табиины от табиинов и так до нас. Понимаешь? Учитель из уст в уста передает. Когда ты задаешь вопрос в нейросети, он тебе отвечает, да, и идешь, говоришь, ребята, я спросил. Так ты у него спрашиваешь потом, кто твой учитель, кто твой шейх, ты что, ответишь нейросеть Ибн Яндекс, что ли? Нет, конечно, это так не работает. Когда ты проделываешь огромную работу и огромную дорогу, да, для получения знания, даже дорога, которую ты проделываешь, Аллах, Субхану ва Тааля, дает тебе награду за это, понимаешь? Пути даже. Вот эти знания, которые ты получаешь, едешь далеко, из уст в уста берешь от своего шейха, слушаешь его. Это совсем другой уровень. Ты никогда не достигнешь такого удовольствия, когда ты будешь просто сидеть на диване лежа. Живое общение. Да, на диване лежа, да, там, и вот так задаешь вопрос. Даже сам искусственный интеллект, он тебе, когда задаешь этот вопрос, а может тебе доверять насчет религиозного вопроса, он тебе отвечает. Представь, чем некоторые люди не понимают, он тебе отвечает. Но он говорит, я не человек. Понимаешь, я всего лишь основываюсь на базе информации в интернете, собираю и тебе выдаю общее, понял? Да, он тебе правильно ответит, сколько столпов в исламе. Он тебе ответит правильно. Да, вопрос. Но когда касается, например, давай допустим вот такой момент. Ты прикоснулся к своей жене, и свое омовение у тебя испортилось по Шафии. Без каких-либо сомнений. А вот по Абу Ханифа оно не испортилось. Ты-то берешь информацию, сам не обладая знанием. Для того, чтобы обладать знанием, тебе же нужен учитель, который тебя направит и скажет, смотри, Ахмад, есть разногласия ученых, да, вот ты шафи мазаб, да, следуешь по своему мазабу, да. То есть тебе для разъяснения нужен учитель. Я к чему это веду? Не, я понял тебя, понял. Я просто, что мы говорим о том, что сегодня слушатели ваши должны, вот как раз таки неразвитые неправильно, недалекие люди в религии, в истории, без разницы, они могут воспользоваться твоим ответом по этому. Поэтому сегодня как будто ученые уходят на второй план, живые люди. И вот понимаешь. Все их старания, наработки, они остаются. И еще один момент, я что хочу отметить. Вот двое людей встречаются в ресторане, кушают мясо, и один говорит другому. А знаешь, вот это вопрос, помнишь, когда-то говорил, это беда. Нововведение. Другой говорит, ты что, это не беда, ты ошибся. И у них дискуссии начинают, понимаешь? Они там сок попивают себе. И говорят, подожди, я сейчас спрошу шейха. Вот, я знаю одного шейха, но он ни разу не был на уроках этого шейха. Понимаешь? Но он говорит, не кто-то дал этот номер, я спрошу, ассаляму алейкум, я шейх, кайфа халюка, скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос, беда или не беда? Этот шейх тебе не ответил, 5 минут прошло, не ответил он тебе. За 5 минут, например. И ты такой, ответь, пожалуйста, быстрее, это очень важный вопрос. Ты еще адаб даже не проявляешь. Ты даже не допустил, что этого шейха, таких как ты, тысячи могут быть, которые задают эти вопросы. Но ты ни разу не посетил его урок даже. Они хотят вот так, покусывать шашлык, стейк, ассаляму алейкум, шейх, вопрос, ага. Поезжай один раз хотя бы к шейху, возьми из уст уста один хотя бы вопрос в исламе, и эта религия обогатится еще одним, понимаешь, человеком, понимающим хотя бы в одном вопросе. Я сегодня хочу сказать, что сделали все легко, обвиняет ученых. Сидит человек лет 18, допустим. Я не говорю, что молодежь не может иметь знания, и 15 лет знания, что уж бака илим нахалавай. Но я о чем, Башлан? Смотри, мухаддис. Муджтахид, человек, ученый, который достиг высшей степени учености, который сам может фатвы делать, да, его обвиняет, как говорится в одной картине, Русик из Чайханы, и говорит, он тут не прав, ребята, понимаешь, я знаю, он не прав. То ты такой вопрос задается. Дело не в том, что Шафии не мог не ошибаться. Он мог ошибаться, понимаешь? И Абу Ханифа мог ошибаться. Но вопрос, кто человек, который их осуждает, кто ты, а чего ты достиг, чтобы их осуждать, понимаешь? Вот в чем вопрос. Я хотел бы вот это обратиться к нашей молодежи. Пожалуйста, если мы говорим про религию, вот я сижу тут и разговариваю про религию, я не говорю, что я не то, что идеальный, даже и близко нет. У меня много грехов, у меня могут родные, друзья, знакомые сказать, вот ты там говоришь-то говоришь, да, но ты вот за тобой, вот это было, вот это ошибка, вот это грязь за тобой я видел. Ты, конечно, тут разговариваешь, да, а сам-то да какой? Я прекрасно понимаю, и я принимаю эту, не то, что я знаю, что они говорят правду, потому что я очень слабый раб, к сожалению, но иншаллах я стремлюсь для того, чтобы стать лучше. Понимаешь? Но дело не в том, что кто это рассказывает, дело в том, что я призываю людей, нашу молодежь, читайте книги, как ты сказал.
религиозные книги читайте, идите к шейхам, вот хотя бы один урок посвятите, не осуждайте больших ученых. Ребята, вы не достигли этого уровня и близко. Эти ученые признала умма исламская, понимаешь? Ты сидеть, говорить про них что-то и так далее. Хотя бы скажи вот так. Вот в этом вопросе я придерживаюсь другого шейха. Но никак не говори, пожалуйста, в этом вопросе этот шейх не прав, у него нет знания. Вот поэтому, я надеюсь, меня услышат, иншаллах, и оставят, так сказать, ненужный разговор. Религия – это одна из столпов Нохчолла, одно из самых сильных. Не забывайте, что Нохчолла приняла ислам только благодаря его прекрасному нраву и совпадению, то есть остальными кодексами чеченского народа. То есть, чтобы было понятно, сюда приходили религии, как иудаизм, христианство, Многобожие. ну и многобожие, Атеизм. само собой, и атеизм. Но несмотря на это, многие чеченцы не восприняли его. Не совпадало с нравами, традициями нашего народа. А ислам очень гармонично вошел в историю нашего народа. И именно наш народ, благодаря своей воинственности и чрезмерной религиозности, благодаря Всевышнему Аллаху, стал маленький народ в 7-миллиардной планете, стал известен всем. Это для тех людей, кто понимает. Вы должны это понимать. Это самое важное. Но все, что касается остального, последние блогерские битвы, батлы показывают и говорится, когда тебе в лицо говорят, что ты шейх Google, ты сидишь где-то, скачиваешь хадисы достоверно, недостоверно, и пытаешься говорить с человеком, который посвятил свою жизнь обучению ислама, не спал, читал, изучал, ссылается на всех, достоверные источники проверял, недостоверные проверял. Это битва, ну как сказать, муравей против слона. В реальности мы знаем, что никогда муравей ничего не сможет. Но понты нести муравей может, потому что, по сути, муравей поднимает там сколько? В 30-40 раз больше себя, да, вес своего веса. Поэтому нужно понимать, это, Амуда, я с тобой тут согласен. Просто дополню, скажу так. Не забывайте, что с религиозным образованием параллельно должно быть образование светское. Да, конечно, это тоже. Потому что я просто немножко понимаю, таких как ты, религиозных, которые в медресе учатся, кесгбац Аллах чувство. Благо этому уделяется огромное внимание. Альхамдулилля, это хорошо, я не говорю плохо. Но нам нужны еще медики, физики, химики, биологи, чтобы нам не приходилось звать соседних регионов, всех остальных, чтобы просто мы будем очень духовно богатыми, все у нас будет, я это понимаю, но все свои деньги, всю свою экономику мы будем раздавать другим, если у нас не будет этого образа. То есть я хочу сказать, как сказал пророк любимый, саллаллаху алейхи вассалям, Китая. Так в том-то и дело, я сам человек, который в медресе призывает людей читать литературу русскую, того же Толстого, Достоевского. Понимаете, кто-то может сказать, ты что несешь, какой Достоевский, да? Но я тебе скажу, ты сейчас преподаешь на русском языке. Для того, чтобы обогащение русского языка было, тебе именно классику надо читать. Понимаешь? И современного Николая Афанасьева. Понимаешь? А классику тех времен богатый русский язык. Завершая подкаст, я хотел бы, чтобы каждый рассказал про свое село, если коротко можно. Коротко спрашивать, задавать вопрос у любителя истории про свое село, это, конечно, немножко не по теме, но да ладно. Мое родовое село, там, где были мои предки, мой дедушка, прадедушка, это селение Бердекель, ныне Аркунский округ, раньше он был Грозненский. Основан он в основе своей из тех документов, которые я нашел, это начало 19 века, это 1801-1802 года. Большое количество разных тейпов, таких как Эхшба Туай, Чер Туай, Гуардлуай, Цуан Туай, Хакма Туай, Хуай. То есть ареал проживания от шатойских до чеберлоевских у нас селения есть.
Очень люблю свое село, очень у нас великолепная гора, все-таки Берд Келмае, название свое оно получилось, Берд Буцу Булайл, живем большой одной дружной семьей. Что могу, коротко так, все. Я из села Сержинюрт, и Сержинюрт – это одно из древних сел. И вообще у нас тоже живут разные тейпы. И, конечно же, я очень люблю возвращаться в это село, и часто хочется туда. Там мои родные по отцовской линии, по материнской линии, мои друзья, знакомые. Я помню, как в радио передавали в новостях, что в селе Сержинюрт, жемчужине Кавказа, идут ожесточенные бои, потому что там были раньше лагеря, почему жемчужина сказали, да, там место отдыха, это село, которое для меня является очень родным, очень теплое отношение к нему у меня, и, конечно же, мне всегда хочется, как я и сказал, возвращаться туда, быть там, радоваться, речка, горы и так далее. Про свое село расскажу коротко. Живу я в селе Центорой. Находится он рядом с Беркатюртом. Молодое село, располагается через трассу. Уже поселяется активно, много соседей, я узнал. Нравится, очень активно идут постройки, мечеть в этом году откроется, и школа еще построить начала. Нравится, как все родственники тоже поблизости находятся, очень удобно, машалла. Мне нравится это село, живу там. И завершая подкаст, хочу сказать, что много полезного, я думаю, зрители узнали, особенно молодые, которые спрашивали, что похвально, много интересного для себя узнали, и в целом, и я тоже очень много интересного узнал от тебя, Башлан. Моим братьям огромный респект, благодарность нашим подписчикам. Любите историю, нашу родину, подписывайтесь на Ахмада, Адама, слушайте, уважайте, цените, пока есть. Завтра нас может не быть, и вам какой-нибудь Вася Пупкин или Гаджи Булачев придет и будет диктовать историю со своего рупора. Если мы не будем ценить свое, нам обязательно, как сказал древний римский император Цезарь, кажется, сказал, если вы не будете кормить свою армию, запомните, вы обязательно будете кормить чужую. Выбирайте своих или других. А я скажу, Башлан сказал словами Юлии Цезаря, а я скажу словами имама Котари, рахимуллах, который сказал, нация, которая забыла свое прошлое, у нее нет будущего.